Утечка газа, искра и взрыв с пожаром. Трагедии часто разворачиваются всего за несколько часов. Распространенные причины возгорания в быту, замыкание электропроводки и неправильное обращение с огнем. Статистика показывает, чаще всего пожары в домах происходят в зимний период, но нередки они и в летний. В последние дни у нас было 2 пожара, таких, наверное, похожих. Они в один день случились, и оба пожара были, то есть горела кровля. То есть от 150 метров и более. То есть в одном пожаре было 162 квадратных метров кровля сгорела, в другом 184, там около того. То есть это основные причины такие бывают. Это замыкание электропроводки, когда люди делают скрутки неправильно, там, используют электроприборы. Пострадавших в пожаре нет, но ситуация могла обернуться и в худшую сторону, поэтому МЧСники не перестают проводить профилактические беседы с населением, и они приносят свои плоды. С начала года в регионе зарегистрировано 163 пожара. По сравнению с аналогичным периодом 2020-го цифра намного меньше. За аналогичный период прошлого года у нас было 187 пожаров, то есть у нас наблюдается снижение по количеству пожаров. За летний период, то есть с 1 июня у нас зафиксировано 35 пожаров. Также у нас наблюдается снижение. В прошлом году за летний период у нас было 42 пожара, то есть на 7 пожаров меньше. При пожаре немалую роль играет и природный фактор. Так, этим летом в Ингушетии произошло 3 лесных пожара. Роль сыграла жара, доходящая до 40 градусов. Возгорание удалось оперативно потушить. Вреда лесному фонду не нанесли. Не стоит забывать и про человеческий фактор. К большим бедствиям приводит намеренный поджог травы. Еще одна причина возникновения пожара. А летом люди часто выезжают на природу, готовят шашлыки и проводят время у костра, подчас не соблюдая простые меры предосторожности. На природе основное правило – это, то есть, не использовать открытый огонь, если вы не подготовили это место. Если у нас введен особо противопожарный режим, то вообще абсолютно запрещено разведение костра на природе. То есть это тоже нужно за этим следить. Особо противопожарный режим на данный момент у нас не введен, но он может вводиться как в отдельных районах республики, так и полностью по республике Ингушетия. И информация об этом будет размещена, если будет этот режим введен, на сайте Главного управления и также в социальных сетях. Не забывать потушить костер после пикника, не давать детям играть с огнем, проверять, исправлены ли электропроводка или розетка, и не оставлять без присмотра электрические и газовые приборы в быту. Ну а в случае возникновения пожара знать правила эвакуации, напоминают в МЧС. Стараться держаться ниже, ближе к полу, потому что продукты горения, они легче воздуха, они поднимаются вверх, то есть, соответственно, внизу больше кислорода для дыхания, поэтому нужно держаться ниже при какой-нибудь марлевой повязке, желательно влажно прикрыть рот и двигаться либо в направлении балкона куда-нибудь к выходу, чтобы вас оттуда эвакуировали, либо к телефону, чтобы вызвать, если у вас нет выхода непосредственно наружу, либо к балкону, то желательно как-то добраться до телефона. И позвонить по номеру 112. Не допустить возгорания в быту и на природе может каждый из нас. Для этого достаточно чувства ответственности и соблюдения элементарных правил безопасности. Дана Плиева, Магомед Шаухалов, Новости 24.